У меня предложение редакционного характера. Пункт 3 2 статьи проекта. Посмотрите, там написано. Физические и юридические лица, имеющие намерение приобрести значительное участие в капитале и так далее, в течение определенного срока еще должны подтвердить уполномоченному госоргану. Вот слово «подтвердить», но здесь не указано вот порядок подтверждения, да? Как будет осуществляться это подтверждение, порядок подтверждения. И вообще нет ссылки на документ, который будет регулировать данный вопрос. Что вы скажете? Уважаемый Нурджи Кадырбекович, я скажу следующее, что это законопроект, то, что порядок подтверждения обычно регулируется подзаконным нормативным актом. Точно, Подобные подзаконные нормативные акты у финразведки есть, подзаконные акты есть, которые аналогично действуют в отношении коммерческих банков у Национального банка. Госфиннадзор, естественно, в случае принятия законопроектов в соответствии с действующим порядком мы разработаем и представим. Ну, я вам верю, просто еще, как говорится, я должен еще посмотреть на эти подзаконные нормативные акты. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот в том же пункте той же статьи самое последнее слово «бенефициарных собственников». Читали, да? Я изучал весь закон. В самом законе нету такого термина. Там написано «бенефициарный владелец». Надо исправить это. Потому что, посмотрите, в самом законе, в статье 1, по-моему, во втором пункте написано «бенефициарный владелец». Надо привести в соответствие. В моем понимании вы абсолютно правы, владелец, собственник, то, что идет разночтение, слова синонимы, но если я правильно понимаю, то я не могу дать согласие, скажем, юридической силы поменять эти слова. Я так понимаю, что это через комитет можем сделать, если возражений нету. Хорошо, там дается определенный... Редакционного плана собственник, владелец, в смысле. Давайте. Нет, это закон, это нормативный акт. Там указано, дается официальная дефиниция, и мы должны следовать этому. Так, третий вопрос. Можно, да? Я имел в виду, что это редакционного плана правка, поэтому как бы проблем нету. Я процедуру пока не понимаю, но это очень серьезный вопрос. Я желаю, чтобы вы исправили этот момент. Последний вопрос. Пункты 4 статьи 2, опять же. Значительное участие в капитале страховой организации не могут иметь, и потом определенный перечень идет, да? Вот данное предложение имеет неоднозначную трактовку, да, потому что... Лица, находящиеся в санкционных перечнях, скажем, условно, террористы и террористическая организация, могут ли они иметь незначительное участие в капитале, ниже 10% доли в компании? Уважаемый Нурджи Кадырбекович, уважаемые депутаты, неоднозначная трактовка, понимание, правильно, трактовка – это прерогатива Джигур-Кенеша и комитетов. Наше понимание исходит из того, что возможности Финнадзора, возможности Кабинета министров в контроле ограничиваются пока тем, что можешь контролировать значительное. С другой стороны, разделяя ваше беспокойство, это не означает, что какой-то террорист может одну акцию купить. За этим будем следить, но вопрос, страховые компании развиваются, возможно, через год, два, три, в процессе, когда страховые компании разовьются, мы вернемся к вам, и то, что вас сейчас беспокоит, в смысле, что не только значительное, но и другое будет сделано. Если сейчас мы внесем эту норму, с одной стороны, орган надзора не сможет по факту контролировать это, а во-вторых, смысле, это создаст проблемы для развития страховых компаний. Если они вырастут, тогда вы абсолютно правы, мы вернемся к этому вопросу.